Междуреченская школа стала первой точкой, которую посетил председатель Госсовета Сергей Усачев. В ней обучаются 104 человека. Учреждение славится в районе медалистами. Здесь же около 5 лет назад появилась первая в муниципалитете точка роста. Направленность выбрали техническую. Есть 3D-принтеры, квадрокоптеры и ноутбуки. Постепенно в школе обновляется материально-техническая база. Посильно делается ремонт. Но, тем не менее, в этом плане есть много проблем. Полувековое здание требует масштабного обновления, замены окон, системы отопления, реконструкции уличных беговых дорожек. Школе очень помогает народный бюджет. В этом году на его средства приведут в порядок спортзал. Начинаются ремонтные работы в спортивном зале по народному бюджету, который в прошлом году был выигран. Подрядчик уже определен, и они с сегодняшнего дня уже будут начинать работы. Какая сумма? Где-то порядка около 900 тысяч. Что будете делать? Там будет ремонт стен проходить, косметический такой, и покраска. Одна из проблем района – качество воды. В Междуреченске ее решили с помощью современной станции водоочистки. К слову, в поселке услугами центрального холодного водоснабжения пользуются чуть более 1200 человек. Установлены дозаторы, кальцимированная сода на подщелочивание, и потом комплекс коагулянт работает в паре с флокулянтом для дозирования реагентов. И также еще 8-я секция работает уже чисто резервуар чистой воды хлорирования. На данный момент он стоит, потому что резервуар чистой воды полный. Да. Он полностью обеспечивает? Да, мощность у него идет до 500 кубов в сутки, но мы сейчас летом расходуем 150 максимум. Вскоре новая блочно-модульная станция появится и в Усогорске. Сейчас идут работы по обустройству фундамента. На следующей неделе на площадку начнут завозить песок. В этом году были очень большие нарекания со стороны жителей, инцидентов много было, довольно много. Надеюсь, в этом году к концу года решение будет принято, как выполнено это решение суда. Программа инвестиционная довольно большая по району, по коммунальному хозяйству, чуть ли не под 1 миллиард рублей. Следующий пункт – Междуреченская котельная. Она введена в эксплуатацию 52 года назад. За это время изрядно постарела. Но в этом году на ее территории построят новую. Работать она будет на пеллетах. Там будет склад топлива, и сама котельная здесь будет располагаться. Значит, проектные работы выставлены на торги. Торги даже до июня месяца завершится. Я уже, насколько знаю, есть уже, да, которые заявились. А это уже Усогорск. Здесь в здании бизнес-инкубатора открыли просторный и уютный зал для бокса. В секции под чутким руководством тренера Вадима Макарова занимаются около 50 спортсменов. Раньше они ютились в маленьком тесном помещении. На данный момент у меня уже 7 сборников Республики Коми. 3 призера Северо-Западного федерального округа в этом году они у меня стали. Появился уже 1 кандидат в мастера спорта. Тренируемся. Новое помещение требуется для муниципального отдела культуры и спорта, библиотеки и музея. Как вариант реконструировать бывшее здание «Удара-лес». Оно находится в центре Усогорска. Председатель парламента помещение осмотрел. В 3-этажном здании частично уже нет окон, покосились полы, нарушена система отопления. Вопросов много. Во-первых, коммунальные расходы возрастают порядка 6-7 миллионов. Дополнительно плюс. Это решение принимает только на уровне Госсовета или на уровне правительства. Другого варианта нету. Это увеличение затрат. Далее нам, конечно, надо его ремонтировать, все поменять, что-то там, тепловую систему и так далее. Молодежка, я уже общался, значит, он готов, говорит, на следующий год я деньги найду. На 3-й этаж. На ремонт. Я, говорит, найду деньги. О самой главной болевой точке района – отсутствии дороги говорили на встрече с депутатами и главами поселений. За последний год качество полотна значительно ухудшилось. Отсутствие нормальной связи с большой землей приводит к проблемам демографическим и социальным, уверены местные жители. Вопрос очень серьезный. Будем его, конечно, решать. В планах обозначена конечная цифра, но это планы федеральные, значит, 30-й год. Но 30-й год – это 6 лет, поэтому нам, конечно, нужно, чтобы было побыстрее. Надеемся на те решения, которые приняты были по итогам Дней Республики в Совете Федерации. Безусловно, будем выходить с ходатайством перед федеральным центром и стараться решить проблему с дорогой на
Ударский район не в 30-м году, а именно как раз до 30-го года, пораньше. В ходе рабочей поездки Сергей Усачев также провел личный прием граждан. Вопросы, с которыми обращались граждане района, парламентарий взял на личный контроль. Дарья Волокжанина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Ударский район.